Ассаламу алейкум, братья таджики из Таджикистана и Самарканда, Бухары. Итак, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, жмите колокольчик, чтобы видео поднялся в топ, друзья. У меня на канале правда, лишь только одна правда, ничего кроме правды, друзья. Мой канал, в общем, да, про новости, а также историю таджикского народа, друзья. В этом выпуске, итак, наш брат из Таджикистана, блогер, да, недавно он был во Вьетнаме, потом, то есть, как говорится, транзитом поехал через Малайзию в Ташкент, чтобы попасть в Таджикистан, да. На самолете, правда. Он ехал со своей семьей в Таджикистан через Ташкент. Вот что случилось с нашим братом таджиком, блогером, да. То есть нашего брата-блогера депортировали из Узбекистана. Почему же так получилось? Кто же виноват в этом во всем, да? Почему же наш брат-блогер из Таджикистана так в дороге мучился в этот священный месяц Рамадан, друзья? Итак, давайте я все-таки начну свой рассказ. Я включу видео, а по ходу дела буду рассказывать свое мнение по этому поводу, да. И потом после этого видео напишите свои комментарии под это видео, друзья. Поехали тогда. маро аз узбекистон депорт карданд ва сабабаш шуморо ҳайрон мекунад. пас аз 5 моҳи зиндагӣ дар ветнам мо қарор додем ба ватан баргардем. дар роҳ дурӯза ба малайзия парвоз кардем. баъд аз он ҷо чиптаи мустақим ба узбекистон гирифтем, зеро парвози мустақим ба тоҷикистон набуд. ин парвоз 8 соат давом кард ва хело вазин буд, махсусан дар рӯза. мо хаста, гурусна, вале бо рӯҳияи хуб ба Тошканд расидем, зеро фикр мекардем ки қариб ба хона расидем. мо бо ҳамсарам нақша доштем ки вақти ифтор самбусахӯрӣ меравем, зеро дар ветнам бисёр пазмон шуда будем ва баъд ба тарафи сарҳад равем. падарам дар сарҳади тоҷикистон моро интизор буд. ҳамсарам ва фарзандонам аз назорати шиноснома зуд гузаштанд, аммо вақте навбати ман расид, маро нагузарониданд. баъдтар гуфтанд ки ман аз узбекистон депорт шудаам. ин барои ман шок буд, зеро ман ҳеҷ гоҳ дар ягон кишвар қонуншиканӣ накардаам. сабабро ҳам шаҳр надоданд, танҳо гуфтанд ки барои ман чипта мегиранд ва маро ба малайзия бармегардонанд. ин яке аз бадтарин лаҳзаҳои ҳаёти ман буд, на аз сабаби депортатсия, балки аз он ки ман ҳамсар ва фарзандонамро дар кишвари бегона танҳо гузоштам, бепул, беалоқа ва гурусна. ба ман ҳатто имконият надоданд ки бо онҳо хайрбод кунам ва пул диҳам. маро ба самолёт шинондам ва боз 8 соат гурусна парвоз кардам. аз стресс ҳатто иштиҳоам надоштам, ҳарчанд соат 3 шаб буд ва то ҳол рӯзамро накушода будам. вақте ба малайзия расидам ва вайфай пайдо шуд, бо ҳамсарам тамос гирифтам. хушбахтона як ҷавони рус ки симкорт мефурӯхт ба ӯ кӯмак кард, таксӣ фармоиш дод ва ӯро то сарҳад расонд. дар он ҷо падарам онҳоро пешвоз гирифт. танҳо баъд дилам каме ором шуд. баъдан бо пули худам чипта гирифтам, 8 соат ба қазоқистон парвоз кардам. баъд 12 соат дар фурудгоҳ интизор шуда ба душанбе баргаштам. ин 3 рӯзи дарозтарин ва вазинтарин дар ҳаёти ман буданд. алҳамдулиллоҳ ки ҳамааш пушти сар шуд. вақте ба ватан баргаштам, ҳисси сабукии бузургро эҳсос кардам. ва ҳоло шояд шумо мепурсед, чаро маро депорт карданд? маълум шуд ки сабаб видеое будааст ки ман соли гузашта дар Самарқанд сабт карда будам. дар он видео ман дар бораи Самарқанду Бухоро гап зада будам ки таърихи халқи тоҷикро бе онҳо тасаввур кардан душвор аст ва чӣ гуна ин шаҳрҳо ба ҳайати Узбекистон шомил шуданд. ин танҳо як далели таърихӣ буд, на даъват ба бадбинию душманӣ. ҳатто дар видеои дигар ман таъриф карда гуфта будам ки чӣ гуна мардуми узбек ин ёдгориҳои таърихиро то имрӯз нигоҳ доштаанд. аммо маълум мешавад ки ин суханҳо ба баъзеҳо писанд наомадааст ва ҳамин сабаб шуд ки маро депорт карданд. ман аз он видео пушаймон нестам, чунки ҳақиқатро гуфтам. шояд онҳо метавонанд маро дигар ба Самарқанду Бухоро роҳ надиҳанд, аммо таърихро дигар карда намешавад, зеро таърих аллакай навишта шудааст. Наш брат таджик, когда прилетел в город Ташкент, в аэропорт города Ташкента, друзья, его встретили погранцы и таможенники. Да, конечно, после этой процедуры
жена и дети, семья прошли, да, границу, а его не пропустили через границу и отправили обратно в Малайзию, да, поставили печать депортация. Почему же так случилось? Вот он так и рассказывает. Рассказывает, что год назад он был в городе Самарканд, когда он снимал видео про исторический город, таджикский город Самарканд. Пограничники и таможенники увидели это видео и нашли, я не знаю, что нашли, ну, в общем, и поставили депорт, да. Ну, это уж совсем просто. Если Самарканд это исторический город таджиков, что, таджик должен забыть про это, что ли? Если в Самарканде живут очень много таджиков, и в Бухаре то же самое, очень много таджиков. Я думаю, что где-то под 90% в Самарканде живут таджики, а также и в Бухаре так же самое, 90%. В этом регионе, друзья, по моим подсчетам, друзья, в этом регионе Средняя Азия. Итак, давайте я вам точно расскажу. В Узбекистане от 15 до 17 миллионов таджиков. В Таджикистане до 10 миллионов таджиков. Уже 25 миллионов. В бывшей стране Афганистан, на той стороне Амударьи, живут 25 миллионов таджиков. Персидская страна под названием Иран, только таджики. Есть провинция Хурасан, там живут 20 миллионов таджиков. Уже нас получилось 70 миллионов, друзья. А наконец, страна Пакистан, там живут 10 миллионов таджиков, друзья. Вот теперь сами посчитайте, сколько это получается. Нас получается в этом регионе 80 миллионов таджиков. Вот так как-то. Ладно, это сказано, да, мною. Это мое недовольство. Почему? Потому что погранцам надо сначала посмотреть, что за человек. Что он хулиган, он же не нарушил никакие законы. Просто транзитом хотел поехать в Таджикистан обратно, как говорится, в город Душанбе со своей семьей. Семью, как говорится, оставили без денег. И отправили, короче, на улицу, да, с аэропорта. Что это значит? Хорошо, что там русский парень встретился и, как говорится, отправил семью нашего брата до границы. Так и он рассказывает, друзья. Понимаете меня, да? Я хочу обратиться к чиновникам Министерства обороны, а также премьер-министру Узбекистана, чтобы он обратил внимание на все эти ошибки. Что это такое? Дружба народов, что ли? Нет, конечно. Нет, конечно. Что, мы, таджики, слепые должны быть? Нет, конечно. Самарканд и Бухара был и останется историческим городом таджиков. А также в Бухаре похоронен Шах Исмаил Сомони. Вот это я хотел сказать. Прибыль от туристов, где туристы приезжают в Самарканд, проведать Самарканд, да, 300 миллионов долларов в год. Ну, как это так? Куда нам смотреть? Что, нам не приезжать, что ли, в Самарканд и Бухару? Мы должны бояться, что ли, кого-то? Нет, конечно. Мы не боимся никого. Мы будем отвечать, мы будем поддерживать друг друга. И этого блогера я тоже поддерживаю. Нужно объяснение и извинение от, как говорится, чиновника узбекского правительства.
Выходите и извинитесь перед таджикским народом. Что, мы должны бояться вас, что ли? Нет, конечно. Мы будем ехать. Мы будем ехать и в Самарканд, и в Бухару. Нас не испугайте. Вот примерно так. Это мое мнение. А также мнение таджиков. Я считаю так. Напишите, пожалуйста, под это видео комментарии обязательно. Не забудьте, ребята. Давайте поддержим нашего блогера из Таджикистана. Очень хороший человек, семьянин. Представьте себе, вместе с Рамадан взяли его, поставили депорт и отправили в Малайзию. Что это такое? Как это так? Да, были случаи во время, во время гражданской войны и после гражданской войны. В Таджикистане тоже граница была закрыта. С нами, с таджиками, тоже так поступали погранцы и таможенники, когда мы ездили в Россию из Таджикистана. То же самое было. Шмонали, отбирали деньги, вещи отбирали. Ни слова на русском языке, ни слова не могут говорить, произнести не могут на русском языке. Ни погранцы, ни таможенники. Узбекские я имею в виду. Сейчас я не знаю, какие они из себя. Может, они уже знают русский язык. Вот так вот. Нужно отвечать за свои поступки. Не надо трогать наших ребят таджиков. Если таджик там живет где-то, в Узбекистане, тоже не трогайте. Мы смотрим за каждыми вашими действиями, как говорится. Вот так как-то. Давайте, ребята, обязательно поставьте лайк под это видео, чтобы это видео поднялся в топ, друзья. Чтобы дошло до адресата это видео, друзья. Вот и все на сегодня. Будьте здоровы, пока. До новых видео у меня на канале. Мой канал называется «История и новости про таджиков», друзья. Пока.